В эфире итоговая программа новостей. Расскажем о главных событиях уходящей пятницы. С вами Василий Раченко. Смотрите сегодня. Следком начал расследование крупного ДТП в Татинском районе. По последней информации, один пассажир погиб, а пострадали 16 человек. Говоря об эпидобстановке, одна из главных задач медиков в ближайшее время – отделить зараженных коронавирусом от болеющих гриппом. Какие меры принимают для этого? Одно из ленских хозяйств сегодня пополнило новое стадо коров. Буренок доставили на барже прямиком из иркутского Усть-Кута. Следком начал проверку ДТП двух микроавтобусов в Татинском районе. В первую очередь предстоит выяснить, отвечали ли водители и их транспортные средства требованиям по перевозке пассажиров. Этим займутся сотрудники Чурапчинского межрайонного следственного отдела. Также, по данным Татинской районной больницы, 16 человек оперативно доставили бригадой скорой помощи в больницу села Итыкёль, где им оказана медицинская помощь. Двум пострадавшим провели экстренные хирургические вмешательства. Ранее мы сообщали, что в результате ДТП вблизи села Черкёх скончалась одна пассажирка микроавтобуса Toyota Hiace Regius. Количество новых заболевших коронавирусом в Якутии за минувшие сутки составило 43. Из них в столице региона Якутске 20 случаев, в Оленёкском и Хангаласском районах по 5, в Мирнинском 3. В Алданском, Нерюнгринском и Нюрбинском районах по 2 человека. Единичные случаи в Верхоянском, Мигино-Кангаласском, Сунтарском и Татинском районах. Минувший день унес жизни еще 2 человек, заразившихся коронавирусом. За сутки лаборатории региона провели более 3000 исследований, и по информации министра здравоохранения Якутии Елены Борисовой, их количество в ближайшее время будет увеличено. Это необходимо для того, чтобы в период высокой заболеваемости гриппом и ОРВИ отделить заразившихся COVID-19 от тех, кто подхватил сезонное респираторное заболевание, которое имеет схожие симптомы. Основной вклад в это внесет и прививочная кампания. В республику прибыла вся партия вакцины против гриппа. Сейчас ее распределяют по районам. Кроме того, по словам Елены Борисовой, медучреждения региона возвращаются к плановому приему пациентов. Сегодня практически все медицинские организации занимаются диспансеризацией, профилактическими осмотрами, плановыми приемами по предварительной записи. Кроме того, начали функционировать хирургические плановые приемы, также в ограниченном количестве. Например, за неделю в Национальном центре медицины уже проведено 458 операций. Помимо этого, у нас с 1 сентября открывается офтальмологическая плановая помощь, хирургическая. И по районам также плановая помощь хирургическая начинает оказываться, но еще раз подчеркну, только по предварительной записи и в ограниченном приеме для того, чтобы сохранить меры противоэпидемических различных мероприятий. Управление образования Якутска сообщило о порядке обучения детей в школах столицы. С 1 сентября ученики с 5 по 11 классы будут учиться дистанционно. Но ученики выпускных 9 и 11 классов будут посещать очные консультации в ограниченном количестве и малыми группами. Начальные классы будут учиться очно. Вместе с тем вернется в обычный режим работы и дежурный детский сад номер 84 «Искорка». Те дети, которые летом его посещали, вернутся в свои дошкольные учреждения. Завершающая четверть прошлого учебного года прошла в онлайне для всех без исключения. Как ребята и их родители, так и педагоги не раз признавались, что это стало довольно суровым испытанием. И вот летняя передышка на исходе. К чему теперь готовятся в Ленском районе, выясняла наша коллега Марина Крутихина. Вот в таких бантиках с розочками я пойду на 1 сентября. Милена готовится к своей первой школьной линейке. Для этого уже все купили, от одежды до канцелярии. Но как будет дальше продвигаться учебный процесс, родители пока могут только догадываться. Я надеюсь, что линейка все-таки будет на свежем воздухе, в сборе всех, так как у нас не только первоклассница, и 7 класс. Для Милены ее первый день знаний будет не совсем традиционным. По указу главы республики Айсена Николаева в Якутии на линейку придут только первоклашки. Однако по решению оперштаба Ленского района к участию в торжестве подключатся и 11-классники. Это касается всех школ города Ленска, поселков Витим и Пеледуй.
Это будут графики, отдельные графики для первых 11 классов, соблюдение дистанции, масочного режима, отдельная зона для родителей. Что мы можем делать? Сейчас условия такие, пандемии, поэтому мы привыкаем работать в новых условиях. Школы начнут учебный год 2 сентября в очной форме, но режим работы изменится. Если сельские школы приступят к учебе в прежнем формате, то все городские учебные заведения перейдут на двухсменный режим. Школы, где и ранее была 2-я смена, увеличат количество классов, которые будут учиться с 14:00 часов. Такое решение застало многих родителей врасплох. У кого есть дети, знают, август – самый беспощадный месяц к родительскому кошельку. Но в магазинах, канцелярских товарах ажиотажа пока нет. Продавцы отмечают большую разницу с прошлыми годами. Мы почувствовали небольшую разницу. Родители не торопятся собирать детей в школу. Говорят, что зачем собирать ребенка, если он будет учиться дома, онлайн. И вся канцелярия еще осталась с прошлого года. Онлайн-обучение могло оставить все это пылиться на полках, ведь дома можно писать и в одной тетради, не снимая пижамы. После объявления о том, что школы начнут обучение в традиционном формате, стало понятно, что родителям не избежать как минимум одного большого похода в магазин. Марина Крутихина, Ксения Журавлева, Олег Соснин, телеканал «Алмазный край». Родительские собрания в школах в новом учебном году будут проходить в онлайн-формате. Об этом сообщила представитель Роспотребнадзора на заседании Комитета Государственной Думы Галина Яновская. По ее словам, родители зайдут в школы только в случае необходимости. Все собрания переходят пока в режим онлайн и в дистанционные формы. В свою очередь, представитель российского Минпросвещения отметила, что в школах помимо индивидуального времени питания в столовых будет и индивидуальный график перемен для детей. Детские сады Якутии начнут принимать детей в обычном режиме с 1 сентября с соблюдением всех гигиенических и противоэпидемиологических требований. Чтобы избежать столпотворений в столичных поликлиниках, на местах организованы выезды врачей-педиатров для осмотра и получения справок. Готовы ли сами учреждения ко встрече с воспитанниками? Ульяна Шагина побывала в одном из столичных детских садов. Детский сад номер 18 «Прометейчик» в автодорожном округе столицы – один из образцово-показательных. Воспитатели дружно вышли на уборку и дезинфекцию всего здания. До 1 сентября остались считанные дни. Главная задача – обезопасить пребывание детей в учреждении во время карантина. Наш детский сад готовится к открытию. Детей мы принимаем с 1 сентября. Администрация нашего города Якутска наши детские сады оснастила всеми необходимыми оборудованиями. Это рециркуляторами, дозаторами, антисептиками, дезинфицирующими средствами. 2 здания детского сада, расположенных на одной территории, официально посещают 534 ребенка. И только половина из них придет 1 сентября. До снятия ограничений по коронавирусу родителям детей можно написать отказ на посещение детского сада, но только при наличии справки о сохранении места. 1 сентября будет 298 детей, которые прошли медосмотр. Остальные пока изъявили желание дома посидеть до конца пандемии. Медицинские осмотры детей здесь провели за один день. Осматривают пришедших бригады врачей из прикрепленной поликлиники. Такая практика работает во всех садах уже 2-й год и разгружает сами поликлиники от столпотворения. У каждой группы свое отведенное время для сдачи анализа, получения справок и прививок. И дети, и родители очень довольны. Они не ходят в поликлинику. Все на месте, тут и делаем. В детском саду медицинские работники берут анализ на яйцеглист, ставят манту и противогриппозный препарат. Тут же на месте выдаются справки об эпидокружении ребенка и о том, что он здоров. Между тем и в 3-й поликлинике практически пустые коридоры. Сдают анализы только воспитанники частных садиков или те, кто впервые идет в муниципальное учреждение. Здесь сейчас, в принципе, сложности никакой не было. Очереди практически нет. Один человек, если будет, то есть проблем нет. Чтобы обезопасить детей, вход в помещение всех детских садов будет организован с разных сторон здания. Ежедневно будет проводиться утренний фильтр с обязательной термометрией. Родители и законные представители должны быть обязательно в масках. Обязательной станет и систематическая дезинфекция помещений. Всех контактных поверхностей будут обрабатываться игрушки и оборудование. В тех детских садах, где имеется бассейн, будет запрещено его посещение. Ульяна Шагина, Джулус Иннокентьев, Якутск.
Исполняющий обязанности председателя правительства Якутии Андрей Тарасенко ознакомился с ключевыми объектами Нерюнгринского района. Первым делом рабочая группа направилась на горно-обогатительный комплекс Инаглинский. В настоящее время участок открытых горных работ добывает 2 миллиона тонн в год и является якорным резидентом территории опережающего развития Южная Якутия. Он поговорил с шахтерами и поздравил их с наступающим профессиональным праздником. Также Андрей Тарасенко посетил проблемную школу в поселке Чульман, ремонтно-производственную базу компании «Колмар», ГОК «Денисовский», спортивные объекты города Нерюнгри и другие. Ленское сельхозпредприятие «Батамайское» пополнилось стадом архангельских коров. Накануне на барже они прибыли из Усть-Кута в район, на остров Батамайский, где крупный рогатый скот пройдет адаптацию. Все коровы стельные, а это значит, что к Новому году в Батамайском уже будет не 100, а 200 новых голов крупного рогатого скота. Коровы, которые 4 дня шли на барже по Лени, даже не предполагали, что встречать их будет столь внушительная делегация. И этому есть причина. Новые нетели, так называют еще не рожавших коров, прибыли в Ленский район впервые за последние 30 лет. И это лишь одно из мероприятий, проводимых администрацией Ленского района в рамках ускоренного развития сельского хозяйства. И, по сути говоря, думаю, с приходом этого стада, все-таки качество молока, надоя молока, увеличение готовой продукции молочной будет повышено. И моя задача, как я уже не раз говорил, что в ближайший год население должно потреблять натуральную, экологически чистую продукцию в объеме хотя бы 50-60% местной продукции должно быть. И мы к этому стремимся. У нас времени нету на раскачку. Я поставил перед ЕСМО «Батамайская» задачу, что в течение года-полтора Батамайская работала рентабельно. У себя на родине эти коровы при скудном кормлении дают молока втрое больше, чем наши местные буренки. Сейчас они должны пройти адаптацию, акклиматизацию. Было закуплено более чем на 200 тысяч рублей ветеринарных медикаментов, особых кормов, энергетиков, витаминов. К этим коровам в ООО «Батамайская» будет особенный подход, заверил руководитель хозяйства Николай Ефимов. Новые нетели на родине дают от 7 до 9 тонн молока в год. Это очень внушительный объем. И если удастся надоить хотя бы половину этого объема, это будут рекордные показатели для нашей республики. У нас коровники готовы. В принципе, где-то мы сегодня выбраковку старых коров делаем. Строим сейчас новый современный телятник. Значит, также в ближайшую неделю начнем строить и тоже молочный цех. Где-то первый квартал планируем его сдать. И, соответственно, количество выпускаемой продукции в разы увеличится. Появится сырная продукция своя. И обычная продукция молочная должна быть где-то 16-17 видов молочной продукции мы должны выпускать. Это где-то конец первого квартала 2021 года. Сотрудники ООО «Батамайская» поблагодарили главу за второе дыхание, которое администрация дала хозяйству. Ведь здесь трудится большая часть населения села. Развитие сельского хозяйства – одно из основных направлений работы администрации Ленского района. Количество рабочих мест в этой отрасли ежегодно будет расти. Денис Семенов, Виталий Андреев, Ленск. В Мирюнском наследии Усть-Алданского района сегодня установили сваи 3 крупных спортивных объектов для предстоящих спортивных игр народов Якутии в 2022 году. Это универсальный комплекс спортивных единоборств с общежитием на 32 места, стадион с трибуной на 1000 мест и многофункциональный оздоровительно-спортивный комплекс в селе Барагонцы. Еще в 2018 году во время визита в Усть-Алданский район глава региона услышал пожелания населения и общественности о проведении 8-х спортивных игр народов республики. Учитывая эти пожелания, Айсен Николаев подписал указ об их проведении в 2022 году. Помимо закладки свай, сегодня провели совещание Организационного комитета спортивных игр. В ходе него ознакомились с ходом подготовки сферы ЖКХ, дорог, жилых помещений и других объектов. Министерства экономики указом было определено утвердить план мероприятий. Данное решение имеет очень большое стратегическое значение для развития Усть-Алданского ЛУСа, поскольку в рамках подготовки к играм будут проводиться большие работы по улучшению в целом качества жизни населения Усть-Алданского ЛУСа. И свидетельством тому является сегодня большое желание и готовность населения УЛУСа к проведению на высоком организационном уровне этих игр. И я думаю, что и население внесет большой вклад в проведение этих игр, и эти игры будут незабываемы в истории нашей республики. Сотрудники якутской кассети и коллектив Ленского бассейна провели субботник на прибрежной зоне реки Лены возле местности Даркылах.
Каждое лето сотни горожан любят отдыхать на этом месте, но не все убирают за собой бутылки, пакеты и другие отходы. На субботник вышли около 30 человек. За 2 часа убрали больше 100 мешков мусора. В конце участники установили вывеску, призывающую соблюдать чистоту. По словам работников, также этой осенью планируется выйти на посадку деревьев. Мы призываем жителей города и республики бережно относиться к природе и всегда убирать за собой мусор при выезде на природу либо на реку. А в целом мы уже в этом году проводим 22-ю акцию за этот год, субботник, и за все время вывезли больше 250 кубометров отходов. В Крыму прошел круглый стол без срока давности «Живая память поколений». Специалисты обсудили актуальные вопросы увековечения памяти мирного населения, погибшего в годы Великой Отечественной войны. Министр просвещения России Сергей Кравцов отметил, что каждый должен знать историю своих предков, а молодое поколение продолжить сложившуюся традицию уважения к истории своей страны. Интерес к подвигу советских солдат не должен сопровождаться фальсификацией исторических событий. Именно это сейчас является ключевой задачей образовательного сообщества страны. И на этом наша программа подошла к концу. Спасибо за внимание и до свидания.